Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Делегация Народного собрания парламента Республики Абхазия под руководством спикера Валерия Кварча принимает участие в работе второго международного форума развития парламентаризма, который проходит в Москве с 1 по 3 июля. Как сообщил член делегации, руководитель аппарата парламента Вадим Бжания, 1 июля состоялось пленарное заседание форума, на котором Валерий Кварча выступил с докладом «Межпарламентское сотрудничество и его роль в развитии государственности Республики Абхазия». В работе форума участвуют около 800 делегатов, спикеры, вице-спикеры, члены иностранных парламентов, ученые, эксперты и журналисты. Инициатором данного мероприятия выступает Государственная Дума Российской Федерации. Первый такой форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года. Центральной избирательной комиссией Абхазии продолжается регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты. 1 июля зарегистрирована политическая партия «Единая Абхазия», сообщает пресс-служба Центризбиркома. Имя кандидата на пост главы государства от данной партии будет озвучено на съезде, который состоится в ближайшее время. 26 июня в ЦИК Абхазии началась регистрация инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты Республики Абхазия. Регистрация продлится до 15 июля. Выборы президента пройдут 25 августа. В Министерстве по репатриации принимали дорогую гостью. В Абхазию приехала депутат Народного совета Сирии, вдова видного военного и общественного деятеля Сирийской Арабской Республики, нашего знаменитого соотечественника, генерала Уалида Маршан Джансет Казанба. Как отметила Джансет Казанба, Уалид Маршан практически всю свою жизнь посвятил сближению абхазской диаспоры в Сирии с исторической родиной. Был горячо предан Абхазии и всем сердцем всегда стремился сюда. Теперь она продолжит его дело и будет всячески содействовать расширению взаимосвязи между Сирией и Абхазией. Супруга Уалида Маршан не смогла присутствовать на открытии его памятника в Сухуме, и поэтому нынешний ее визит наполнен особым смыслом. У Валида большая мечта, что вот это признание между Сирией и Абхазией. Это большая мечта Валида была. ما كان موجود وهي اعتراف الجمهورية العربية السورية بالجمهورية الأبخازية. Событие, что открыли памятник, это очень большая, великая, как говорят, новость по всему миру. И их друзья из Австралии, Америки, и по всему миру прислали сообщения. Более 1000 человек закончили в этом году профильные вузы МЧС России. Среди них и граждане Абхазии. И уже стало традицией, что дипломы им вручают на главной площади Российской Федерации. Об этом в репортаже пресс-службы спасательного ведомства страны. Торжественная церемония, посвященная выпуску курсантов, студентов и слушателей вузов МЧС России, состоялась на Красной площади. В этом году Академию гражданской защиты и Академию государственной противопожарной службы МЧС России окончили около 1000 специалистов. Дипломы с отличием были вручены 206 выпускникам. 28 из них стали золотыми медалистами. В числе же тех, кто получил заветные дипломы об окончании вузов, помимо россиян, представители 10 зарубежных стран, в том числе и Республики Абхазия. В этом году выпускниками стали 5 граждан нашей страны. 2 окончили Академию государственной противопожарной защиты, 3 Академию гражданской защиты. На торжество были приглашены депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, руководство Москвы и Московской области, а также представители общественности. Делегацию МЧС Абхазии возглавлял министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Лев Квициния. С напутствием к выпускникам обратился первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. Он тепло поздравил выпускников и пожелал им дальнейшей успешной службы.
Одним из трогательных моментов церемонии стало прощание со знаменами академий. Затем выпускники прошли торжественным маршем по Красной площади. По старой студенческой традиции над строем вверх взлетают горсти монет на удачу. На сегодняшний день свою учебу в профильных вузах МЧС России продолжают 21 очник и 12 заочников из Абхазии. Наши граждане обучаются на основании межправительственного и межведомственного соглашений. С 2011 года более 30 наших соотечественников стали выпускниками профильных вузов МЧС России и несут службу как в центральном аппарате министерства, так и в районных подразделениях МЧС Абхазии. Второй фестиваль абхазской культуры прошел в Москве. В Центре Российской Федерации у москвичей и гостей столицы была уникальная возможность познакомиться с абхазскими традициями, попробовать блюда национальной кухни, окунуться в атмосферу сухумской жизни. Обо всем подробно в репортаже Ноны Кукускир из Москвы. Более 10 тысяч человек собрал второй фестиваль Апсны, который прошел 30 июня в столице Российской Федерации. Исторический парк «Красная Пресня», любимое место отдыха москвичей, превратился на один день в мини-Абхазию с песнями, танцами и запахом свежего кофе. Инициатива проведения такого праздника принадлежит правлению московской абхазской диаспоры. Второй год мы проводим этот фестиваль. На самом деле это вот попытка такая проводить активность московской диаспоры. Нам очень понравилось сделать это на открытой площадке, потому что у нас есть возможность, во-первых, гораздо больше людей, количество людей собрать. Во-вторых, мы приглашаем наших гостей, не только одни абхазы или те, кто из Абхазии собираются, 300-400, здесь собираются там 15 тысяч человек. Приходят люди, наши друзья, приходят люди, которые проживают неподалеку. Они знакомятся с нашими достопримечательностями через то, что мы им показываем. Мне кажется, вот такая площадка, она и в прямом и в переносном смысле добавляет больше воздуха в мероприятие, оно становится более насыщенным, более ярким, более таким событийным. Конечно же, все проекты в Москве проходят при поддержке посольства Республики Абхазия. Подобные фестивали дают возможность ознакомить большое количество людей с абхазской культурой и способствуют сближению народов. Мероприятие, в первую очередь, конечно, культурного характера, хотя, по моему мнению, оно несет также информационно-пропагандистский характер, потому что дает возможность больше и шире показать, рассказать об Абхазии, о ее культуре, традициях, обычаях. Здесь очень много гостей, здесь помимо жителей Абхазии, абхазов, здесь наши братья абазины, здесь жители Москвы, здесь адыги, здесь представители других национальностей, проживающих в Москве. Я хочу всех нас, всех присутствующих здесь поздравить с этим праздником. Это действительно праздник Абхазии. Фестиваль посетили дипломаты других государств. Несмотря на расстояние, очень многое связывает народы Абхазии и Никарагуа, говорит посол этой страны в России Альба Сусена Торрес. Я думаю, что это прекрасная инициатива, потому что мы, люди из другой континент, я из Никарагуа, встречаетесь культура, традиция и жизнь наших друзей Абхазия. Несмотря, что у нас через океан мы живем очень далеко от вас и очень как-то похожи. Каждый, кто побывал в этот день на фестивале, чувствовал себя здесь, как в Абхазии. Повсюду абхазская музыка, абхазская речь и символика, нарядная молодежь в национальных костюмах. Восторгом, восхищением участвую в этом фестивале. Вы знаете, у Хемингуэя есть такое замечательное выражение: «Париж – это праздник, который всегда с тобой». Для нас Абхазия всегда праздник с нами. Для нас Абхазия – это радость. Для нас Абхазия – это мечта. Абхазы для нас – это были и будут всегда братьями по духу. Программа фестиваля была очень насыщенной. Это кинематография, национальные обряды, танцы, художественные выставки, уроки абхазского языка, фудкорты. Больше всего зрителей привлекла свадебная церемония привода невесты. Ощущение реальности всего происходящего не покидало зрителей. Конечно же, кроме жениха и невесты, здесь были родители, хозяева свадьбы, настоящие тамада и многочисленные гости.
Посетители фестиваля также имели возможность пройтись по воссозданной Сухумской набережной, выпить кофе в знаменитой Брехаловке и сыграть в нарды. Ярко, красочный, потом приятно, прекрасно, даже дают там документальный фильм об Абхазии. Вот. И даже угощение, сладости. Вы бывали? К сожалению, нет, но я бы хотел, планирую. Бог даст, на днях, может, в этом даже году хочу побывать хотя бы на пару недель. Представителей разных народов и даже континентов объединила в самом центре Москвы абхазская культура. Каждый мог найти здесь занятия по душе или же просто прогуливаясь по парку пообщаться с друзьями. У вас культура очень крутая, но я вижу очень интересные вещи. Я африканец, поэтому когда я пришел здесь, я видел что-то еще по душам. Это мне уже круто. И видно, что люди более культурные. В ресторане Ача-Чача все гости фестиваля могли попробовать национальную кухню. В лектории же рассказывали о возможностях горного туризма в Абхазии. Здесь же на вернисаже были выставлены картины абхазских художников, которые при желании можно было приобрести. Организаторы не забыли про детей. В детской зоне маленьких гостей развлекали аниматоры. Приятным сюрпризом стал и розыгрыш путевок от туроператоров Абхазии, которые также представили на фестивале свои стенды. Второй фестиваль абхазской культуры Апсны завершился концертом и праздничным салютом. Нона Кукускир, абхазское телевидение из Москвы. 24 июля делегация Южной Осетии посетит Абхазию с рабочим визитом, в рамках которого между правительствами Республики Абхазия и Республики Южная Осетия будет заключено соглашение о международном автомобильном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба Госуправления Республики Абхазия по транспорту. В сообщении отмечается, что с абхазской стороны документ подпишет начальник Государственного управления по транспорту Рабистан Габля, со стороны Южной Осетии председатель Комитета промышленности, энергетики и транспорта Патрац Санакоев. Талант и женственность. Марина Эшба сквозь призму воспоминаний. К 95-летию со дня рождения члена Союза художников СССР, заслуженного деятеля искусств Абхазской АССР, лауреата государственной премии Дмитрия Гуля, общественного деятеля, скульптора Марины Эшба в Абхазском драматическом театре состоялась презентация книги Ольги Войцеховской «Брендель», посвященной жизни и творчеству художницы. Кугут Саварданя расскажет подробности. На более чем 70 страницах книги о Марине Эшба Ольга Войцеховская «Брендель» собрала воспоминания друзей и коллег Марины Ефремовны, фотографии из ярких моментов жизни и отзывы современников о творчестве скульптора. Самым важным для нее было, чтобы абхазское искусство состоялось. Такими словами начинается глава, посвященная воспоминаниям автора о ней. Ольга Войцеховская «Брендель» была с детства знакома с Мариной Эшба и хорошо знала ее. Собиралась материалы, было очень трудно. Отказ очень многих людей, близких ей, как-то меня немножко отстранял от деятельности. Но в то же самое время я набрала достаточное количество материала, а главное, я смогла сама написать о ней воспоминания, начиная, так сказать, с 5-летнего возраста, когда я познакомилась с Мариной, до ее последних дней. Дочь революционера, видного государственного деятеля Абхазии, первого абхазского дипломата Ефрема Эшба, родилась в 1924 году 20 июля. Окончила Московский институт декоративно-прикладного искусства. Всю свою жизнь Марина Эшба посвятила любимому делу. Марина Ефремовна – автор многих скульптур, портретов современников и мемориальных памятников. Среди них и мемориальный комплекс в Гудауте, посвященный памяти воинов Великой Отечественной войны. Скульптурный мемориальный комплекс в селе Лыхны, бюст Фазилию Искандеру и многие другие. Она также автор монументального памятника ее отцу Ефрему Эшба в Сухуме. Все вы знаете, что она дочь выдающегося сына абхазского народа, даже не могу даже сказать как бы по-другому,
Ефрема Алексеевича, она очень чтила память его, хотя он погиб в 13, когда Марине Ефремовне было 13 лет. И она, в общем, не очень много с ним общалась уже в отроческом возрасте. Но она унаследовала, судя по всему, от него стойкость, силу воли. На презентации книги Ольги Брендель «Талант и женственность» Марина Эшба сквозь призму воспоминаний в одном из залов Абхазского драматического театра собрались родные и близкие, друзья и коллеги, и просто почитатели творчества Марины Ефремовны. Марина Ефремовна прожила действительно огромную и прекрасную жизнь. И эта жизнь вместила не одну, а, пожалуй, несколько эпох. И все началось с того, что она прикоснулась к величайшему человеку, то есть она не просто его дочь, он не просто передал свои гены Марине и младшей своей дочери, вот маме как раз Виктора Лизе, он сумел даже за то недолгое время, которое он проводил со своими дочерьми, передать то тепло и любовь к людям, которую он вообще нес в своей сущности. Мы в самом деле вместе работали. Она была лидером наших художников, возглавляла союз художников. И, кстати говоря, вот та плеяда художников, которые были при ней и были под ее неослабным вниманием, это была наиболее яркая плеяда абхазских художников. А вот то поколение, которое после них выросло, это тоже ее воспитанники, это тоже люди, которым она уделяла громаднейшее влияние, оказывала по своим знаниям, она была человек образованный. Поэтесса абхазской скульптуры, добрая, умная, обаятельная, настоящий патриот. Так автор книги, коллеги и друзья говорят сегодня о Марине Эшба. В завершении вечера в память о Марине Эшба племянник Марины Ефремовны Виктор Абрамян и молодой музыкант Барас Куджба сыграли несколько произведений. Гугу Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 1 июля начался прием заявок на участие в открытом международном конкурсе на проект памятника Сергею Багапш. Конкурс объявлен на лучший проект памятника и благоустройства площади имени Багапша в городе Сухум, а также на лучший проект памятника в городе Очимчира перед зданием районной администрации. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 1 июля 2019 года до 1 мая 2020 года. Заседание Государственной комиссии по монументальному искусству по определению лучшего конкурсного проекта состоится 29 мая 2020 года. Все вопросы, проектные предложения, корреспонденция, связанная с конкурсом, должны направляться в Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия на адрес электронной почты, который вы видите на экране. Дополнительные справки можно получить по телефону 229 75 42. 2 июля исполняется 26 лет со дня высадки морского десанта в районе села Тамыш во время Отечественной войны народа Абхазии. В этот день к мемориалу славы в селе Тамыш состоится церемония возложения цветов, в которой примет участие Рауль Хаджимба. Начало церемонии в 15 часов. А 4 июля на горе Ахбюк будет открыт мемориал погибшим воинам десанта отдельного стрелкового батальона «Горец», сообщает Союз ветеранов батальона «Горец». В 11 часов состоится возложение цветов к мемориалу в парке славы в Сухуме. Затем члены Союза ветеранов «Горец», а также родные и близкие погибших десантников направятся на Ахбюк, где пройдет официальная церемония открытия мемориала. А сейчас о погоде.
По сообщению гидромедцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 22-27, температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.